хан Ахмед имел многочисленное потомство. По одной из родословных у него было 9 сыновей: Муртаза, Сеид Ахмед, Шейх Ахмед, Сеид Махмуд, Уки, Ходжа Мухаммед, Усеин, Джанибек и Бахадыр. В наследство этому семейству последних ордынских правителей достался лишь малый осколок бывшей огромной империи, ведь к концу 15 века Орда уже растеряла свои прежние владения. Ее лучшие земли с богатыми пастбищами, городами, центрами торговли давно вышли из-под власти сарая и превратились в новое государство – Крымское, Казанское, Хаджитарханское ханство. Еще ранее того от ордынской державы откололась восточная часть бывшего улуса Джучи, где сформировались Ногайская Орда, Сибирское, Казахское, Узбекское ханство. А под властью последних ордынских ханов остались лишь полуразрушенный сарай да пустынные степи у Волги и Дона, и правители всех новых ханств гнали их прочь от своих рубежей. С каждым годом все больше людей покидало ордынские кочевья, переселяясь из обнищавшей Орды в новое ханство и оседая там. По сути, у последних ордынских ханов почти не осталось подданных. Потому сыновья Ахмеда не боролись за трон, как это бывало прежде. Они договорились править совместно, когда ханами считались одновременно двое братьев, каждый с отдельной кочевой ставкой. Одним из таких ханов-соправителей и стал Сеид Ахмед III. В разное время он правил вместе то с Муртазой, то с шейх Ахмедом и вместе с ними строил планы, как вернуть Орде утраченные земли. Первым в списке этих земель стоял Крым, который к тому времени стал наиболее развитым и богатым из бывших владений Орды. Сеид Ахмед III трижды устраивал набеги на Крымское ханство. Он предпринимал военные походы на полуостров в 1482, 1491, 1500 годах. И хотя в этих набегах Орде дважды удалось ненадолго занять Крым, Менгли-Герай с помощью турецких пушек каждый раз изгонял Сеид Ахмеда. И когда в 1501 году его брат шейх Ахмед устроил новый поход против Крыма, Сеид Ахмед III, наученный горьким опытом, отказался участвовать в нем. Шейх Ахмед потерпел разгром. Это был последний ордынский удар на Крым.